13 июля 1609 года под Тверью прошло одно из самых ожесточенных сражений смутного времени. Войска воеводы Скопина-Шуйского сражались с поляками и литовцами, захватившими Тверь. Вот так вспоминает об этом один из современников. «И был под Тверью бой большой, и была сеча жестокая, и начали поляки и литовцы одолевать людей государевых. Князь же Михаил Васильевич Скопин силой божественной укрепился и храбростью вооружился, и он сам повел своих лучших воинов на польские и литовские полки. И Божьей милостью и мудрым руководством и храбростью боярина и воевода князя Михаила Васильевича Скопина поляков и литовцев они победили». В 1921 году в переполненном до отказа зале клуба Третьего Интернационала прошел концерт популярнейших в ту пору певцов Нежданова и Собинова. Правда, очень высокая цена на билеты практически не позволила попасть на этот концерт простой публике. Однако курсант кавалерийской школы Сергей Лемешев, сам в будущем известнейший певец, сумел раздобыть билет и рассказал об этом концерте в своих воспоминаниях. 13 июля 1926 года Тверской горсовет принял окончательное решение о закрытии Знаменской церкви. Эта церковь весьма необычной архитектуры располагалась на месте современного здания библиотеки имени Горького. В течение ряда лет в помещении бывшей церкви располагались различные госучреждения, а в годы войны она была разрушена фашистами. Пошли, ребята! Пошли, буха не пера. К черту! В 1958 году в этот день в окрестностях нашего города начались съемки фильма «Иван Бровкин на целине». Надо сказать, что первая часть этого фильма «Солдат Иван Бровкин» также снималась в наших краях. В калининской типографии был впечатан для этого фильма специальный номер газеты «Приволжская правда» с такой вот заметкой. Житель нашего района Иван Романович Бровкин, демобилизовавшись из советской армии, изъявил желание отправиться вместе с группой демобилизованных товарищей в Оренбургскую область, на целинные земли. Молодец. Чтобы жить и трудиться там на благо нашей Родины. Съемки этой популярной картины продолжались в нашем крае в течение 3 недель. 13 июля 1977 года в Дворце культуры совхоза имени 50-летия СССР прошел первый тур мужского и женского чемпионатов СССР по шахматам среди сельских спортсменов. Нашим землякам здесь призеры попасть не удалось, а золотые медали завоевала эстонка Майя Райнику и Владимир Козлов из Архангельской области. А в 1987 году в этот день калининский гребец Андрей Плиткин с чемпионата мира среди юниоров Югославии вернулся с 3 медалями, одной золотой и 2 серебряными. И, наконец, в 1994 году, 13 июля, в Тверь прибыли участники веломарафона «Чернобыль-2000». Среди них были ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, известные спортсмены. В нашем городе веломарафон встречал олимпийский чемпион, почетный гражданин нашего города Виктор Капитонов.